Вот, смотрите, что говорит нам святейший патриарх Московский Петр Васильевич. Апостол Павел: благодатью вы спасены. Но благодать Господа нашего Иисуса Христа над всеми нами, делающая то дело, которое ведет вас к спасению и жизни вечной. И здесь четко и ясно святейший говорит: не для того, чтобы там на доске почета были наши лица, а чтобы действительно наш вид был за теперь было Царство Небесное. Небо, что принял нас. Вот это добрые дела. И для каких-то показных таких систем, а именно для Бога. Вот многие, вот да, я вот там в церкви сделал то-то, то-то. Пол, как бы, подметал, или как мыл. Это недостаточно для того, чтобы достоиться Царства Небесного. Полностью дела должны быть. Вот здесь очень четко говорит: в ответ человек получает спасительную благодать. Получаем ли мы спасительную благодать вот в этой ситуации нашей? Он смело об этом говорит. Вот все священники, которые находятся на этой территории, поднимись. Вот все священники, которые находятся на территории Абхазии, это многострадальная абхазская земля, многострадальная абхазская церковь. И сегодня в этой ситуации, слава Богу, эти батюшки, они все рукоположены в Московском патриархате, кроме меня. Была такая ситуация, вся Абхазия была в ситуации грузинской. Поэтому сегодня мы имеем полное право об этом говорить. Никто никого отсюда не выгонял. Вот с этого Федерального собора я был служащим этого собора. Отсюда, еще война не закончилась, но грузинские архиереи, вместе с грузинскими священниками, они покинули нашу территорию Абхазскую. Эта территория была не истинная, и они все засвидетельствовали своим бегством. Не мог никто этого сделать. Ни архиерей, и никто не может оставить. Я никогда не убеждаю, что вот, мол, православные христиане уехали с ним, а остались мусульмане. Вы мусульмане, да, или вы батюшки, там, где проповедуете, где вы видите лечение, где вы видите все это? Все это ложь. Ложь должна опровергать добрыми делами. Не тем злым, ложным делам, которые были в адрес нас. И это происходит 38 лет, 32 года, 33 год. Но это не означает, что мы не получаем благодать. Когда такое случилось, я когда пришел сюда, в этот собор, если не было антимиса, служить невозможно было. Я возвращаюсь в Рижский ко всю Петру. Ну, отец Петр, мой духовник, мой, тот, которого я стал священником. Я говорю: батюшка, вот такая, как нам быть? Он им говорит: а здесь где у кого спроси? Они же все покинули. Давай спросим соседнего патриарха Московского. Вот то, что я и сделал. Приехали в Москву, святейший патриарх нас встретил, объяснили ситуацию, и святейший с того момента стал нашим архиереем. И он есть наш архиерей, почивший, есть святой Кирилл. Мы поминали кого нам говорил? Кого мы поминали? Святейшего патриарха Кирилла. Ну, какая может быть здесь другая территория? Это территория Абхазской православной церкви Московского союзного такого характера духовного. Здесь никакого грузинского управления нет и быть не может. Если бы они остались бы здесь, и какие-то абхазцы пришли бы, какие-то другие пришли бы, начали бы гнать, это совершенно неправильно по отношению к православному учебному правилу. Этого не было, слава Богу, поэтому сегодня мы имеем полное право говорить не убеждать. Почему я вас всех собрал здесь? Потому что 30 с лишним лет мы говорим об этом, что это должно исправиться, должно быть в чистоте православной веры, чтобы было спасительно, а не губительно. Но, к великому сожалению, в новом фоне у нас происходит то величайшее, которое еще такую
такую беду Абхазии еще никто не наносил. Ни османская порта, никто этого не делал. Но здесь они извержены. Тем, кто их обучал, тем, кто их руководил, это московский патриархат. И сегодня московский патриархат сделал указ. 24 года мы терпеливо ожидали, что они станут на покаяние. Ни в коем случае никто не стал. Теперь Симоняк мне говорил, я представляю, вас мало, давайте подождем, может они остановятся, покаются. Но, к великому сожалению, это не произошло, поэтому они извержены. Извержены, потому что они нарушили, чтобы приходящие дни не получали вот то длительное, которое, не дай Бог. И вот приходящие дни люди, многие знают, многие не знают, что это величайшая беда. Если мы говорим о вере православной, о той спасительной православному учению, значит, мы должны все к этому стремиться. Идите, чада, послушайте меня. Значит, мы должны слушать церковь православную. А вот в церкви бывают настоятели, бывают благочинные, бывают архиереи, то, что необходимо. Но у нас так получилось, что на этой территории в данный момент нет архиереи. Но это не означает, что вы должны делать то, что я хочу, то, что вы хотите. Есть правило, которому надо следовать всем нам. Отцы дорогие мои, сегодня мы будем продолжать эту беседу нашу. Как нам дальше действовать? Власть наша недостаточно может этого понять и не хотят, может быть, мы не знаем. Мы будем просить молитвенно, чтобы они вмешались и защитили чистоту православия. Православная вера, она в чистоте должна быть. А живем во всяком благочестии чистоте. Других изменений и добавлений быть не может. Это губительно для каждого человека. Поэтому сегодня то, что нам пришлось составить приходы, это не кафедральный собор, потому что это собор кафедральный, который был и остается для нас всей нашей страны Абхазской после великого бедствия, после всего разрушительного, что происходило. Поэтому мы отсюда и начнем восстанавливать вот ту полноту Абхазской православной церкви. С кем будем мы в союзе? Это будет ясно и понятно после того, как святейший патриарх, которого мы поминали, он должен дать ответ. Что нам дальше быть, как там, что это, правильно, неправильно. Одни считают, что это территория грузинской церкви. Территория не может быть грузинской, когда нет этого управления. Есть управление, которое семьи, все живущими, это то, что вы видите, то, что есть. И эти священнослужители семьи официально рукоположены в Московском патриархате, но они рукоположены были для Абхазии. Но тут же вмешалась грузинская церковь, поэтому это не Абхазия, это грузинская территория. И много архиереев с этим согласились, что это территория грузинской церкви. Но самое главное, святейший патриарх Ивашивский и Честники никогда не говорили, что это территория грузинской церкви. Поэтому мы все вопросы будем ставить. Но самое главное, как мы здесь, в этой стране, реализуем вот эти православные правила. Конечно, и власть, и мы вместе симфонии должны думать о спасительном православном учении. А что разве нашему президенту или нашему премьер-министру Царство Небесное нужно по истечению там 100 и более лет? Всему народу нашему нужно. А для этого, чтобы иметь это все, необходимо соблюдать эти правила. И поэтому мы будем эти правила соблюдать, мы будем ставить вопрос перед нашим государством, перед нашими правителями и перед тем, кто сегодня нам дает возможность участвовать в этом самом главном спасительном, это участие, это благодать Святого Духа от литургии. Совместная молитва наша дает нам возможность. Мы сейчас после этой нашей беседы мы соберемся священники и будем думать, какое обращение мы должны сделать нашему правительству, нашему государству, какое обращение мы должны сделать Московский патриархат. Как нам быть? Вот я хочу у вас спросить, это территория грузинской церкви или территория Абхазской церкви? Абхазская. Абхазская. Ну а как кто-то считает, что это территория грузинской церкви? Те, кто считает, что это территория грузинской церкви, я отвечаю так. Территория грузинской церкви находится там, за пределами нашей границы. Пускай туда едут, там пускай распространяют эту веру православную. Но на этой территории. На этой территории у нас архиерей, это московский патриарх Кирилл, он сам это утверждает. Я абхазский архиерей.
А мы, естественно, как все его помощники. Конечно, великая беда в том, что наши священники находятся здесь, если они обращаются к своим архиереям, архиереи там сидящие не дадут им буквально никакую справку о том, что они являются клириками Абхазской церкви. И перешедших нет такой, потому что такая сила была, давление, начиная с Майкопа и заканчивая частными партиями, где были руководители наших абхазских священников. Поэтому мы будем это исправлять. Я обращаюсь к вам, просим ваших молитв, чтобы мы все были вместе, чтобы на приходах была служба, чтобы все это было по вере православной, по тем правилам, которые нам необходимо всем. Неужели мы должны лишены быть этих правил? Идите научитесь все народы, дайте им благую весть. Это православная церковь говорит. Мы не можем спасаться жить по каким-то другим непонятным нам этим вещам. Не можем. Поэтому я вас всех поздравляю и просим ваших молитв, чтобы все приходы, чтобы это время, вот то, которое сегодня мы установили, чтобы оно не продлилось много, чтобы буквально на следующей неделе, в воскресенье, чтобы все приходы начали свою службу именно конкретно правильно, чтобы все были согласны и наши попечители в Москве, и наши защитники в нашем государстве, правительстве, чтобы мы пришли к единому православному спасительному вероучению. Мир вам всем. Аминь. Спасибо.